Глава Ингушетии проинспектировал строящиеся объекты здравоохранения и образования в Назране и в Назрановском районе. Они возводятся в рамках реализации федеральных программ и национальных проектов с переносом сроков ввода из-за эпидситуации. Махмуд Али Калиматов потребовал привлечь дополнительные силы, подчеркнув, что при этом не должно страдать качество работ. Необходимо четко сформировать графики. Снос двух старых корпусов и возведение на их месте двух новых трехэтажных блока. В Назране Махмуд Али Калиматов осмотрел здание школы номер 3 1972 года постройки, закрытой на реконструкцию по программе «Сейсмика». Согласно доп. Соглашению, срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до 1 сентября 2021 года. На проведение необходимого комплекса работ было выделено 482 миллиона рублей. На объекте ежедневно работают 75-80 человек. По словам строителей, объект готов на 40%. Проведена внутренняя отделка, монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Установлены кровля, полы и окна. Сроки нарушаем, вовремя не делаем. Сейчас до сентября, потом, может быть, в мае сделаем. Доглаж халдес, выборж митинг, ниже. Где-то очистных не будет, где-то посыпется потом. Мы устали эти школы переделывать. На объекте должен быть специалист. Прораб вале, мастер вале, инженер, халвес с образованием. И его требования обязательны. Бизнесу тоже надо помогать. Они делают свою работу. Но когда они делают, мы замечания им делаем. Но есть вещи, которые там чиновники мешают, или какое-то предвзятое отношение. Им тоже надо, чтобы вот эти вот по рукам бить тем, здесь это нацпроекты, за ними надо смотреть, вот и до. Помогать нужно, но спрашивать надо твердо. Верни сдать, алдис. Планируется, что результаты указанных работ приведут к увеличению посадочных мест в школе до 1600. Дети смогут учиться в 65 просторных классах в одну смену. Следом глава региона побывал на стройплощадке двухэтажного здания детского сада на 220 мест в районе городских новостроек. Возведение дошкольного учреждения стоимостью более 158 миллионов рублей начато в прошлом году в рамках национального проекта «Демография». Планируемый срок сдачи – сентябрь 2021. На текущий период проведены работы на цокольном этаже, где в дальнейшем расположится прачечная, возведены стены, колонны и перекрытие подвала и гидроизоляция стен. На объекте наблюдается нехватка задействованных рабочих, которая по поручению руководителя субъекта будет устранена в ближайшее время. Здесь еще основания только начались. В мае, конце, начале июня. Вот давайте контрольно посмотрим. И я посмотрю темпы твоего строительства. Только февраль начался только. Ну, берите, значит, все силы бросайте и делайте. Хорошо. У нас еще там 20, 30, 40 объектов. Нельзя нам затормаживать. По завершению рабочей поездки по Назране глава Ингушетии направился в сельское поселение Плиево, где на стадии завершения находится возведение и оснащение психоневрологического диспансера. Субсидию в размере порядка 650 миллионов рублей регион получил из федерального бюджета по госпрограмме развития здравоохранения. На стройплощадке трудится более 70 человек. Объект рассчитан на 100 посещений в смену. Также в диспансере будет предусмотрен и стационар на 150 коек. По информации руководителя подрядной организации, комплекс будет полностью сдан к концу ноября текущего года. Махмуд Али Калиматов отметил необходимость параллельно со строительством вести работы по благоустройству прилегающей территории, высадки деревьев и установки скамеек. Я говорю просто, шейн дабан бол хаби. Так параллельно, если вы не будете облагораживать территорию, то слушайте, вот так вот построили, ну мало Заградить территорию, что? Ну как сюда вот дорогу? Ну я вот еду, Халмудиву, значит, Схава. А мог же вот, здесь деревьев 300, 500 надо, 1000 посадить на территории, скамейки, аллеи. Сделал живые проекты. Но если есть, это надо делать. Также глава Ингушетии поручил проработать вопрос модернизации очистных сооружений 3 объектов здравоохранения республиканского значения, расположенных в сельском поселении, психоневрологического, онкологического диспансеров и центров фтизиопульмонологии. Здесь надо, знаете, заключение комиссии специалистов по всем этим именно канализационным сетям. И надо смету сделать, а потом будем ходить и обращаться. Одна из ответственных больниц. Это не воспаление, это не то, это вот жизнь и смерть. Сюда персонал, чтобы
Я ухудел, что иди нахуй схожу. Возведением социально значимых объектов должны заниматься компетентные люди. Нужно разработать механизм привлечения высококвалифицированных специалистов и специалистов среднего звена, получивших образование в области архитектуры и строительства. В таком случае нам не придется прибегать к ремонту и переделке зданий после нескольких лет эксплуатации, резюмировал Махмуд Али Калиматов. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеви, Рахман Цуров. Новости 24.